Никогда бы не подумал, что самые горькие слова в своей жизни я услышу за собственным столом, из уст собственного сына, во время воскресного ужина, который я сам готовил на протяжении 35 лет. Меня зовут Евгений Петрович Воронцов. Мне 67 лет, и всю свою жизнь я верил, что построил нечто прочное, дружную семью, дом, полный любви и наследие, которым мог бы гордиться. В тот вечер, в воскресенье, 15 марта 2024 года, мой мир рухнул от одной единственной фразы. Это было воскресенье, ничем не отличавшееся от других. Я приготовил плов, который мой сын Андрей так любил с самого детства. Моя жена Людмила накрыла на стол, постелив вышитую скатерть, доставшуюся нам от моей матери, а моя невестка Светлана принесла десерт из кондитерской по соседству. Все казалось идеальным, таким, каким мы всегда старались его сделать. Андрей, мой единственный сын, которому сейчас 35, приехал в тот вечер со странным выражением лица. Я заметил это, как только он переступил порог. Это была не его обычная улыбка, та, что в детстве озаряла весь дом. В его глазах было что-то холодное, чего я не видел за все эти годы. За ужином разговор шел натянуто. Людмила говорила о погоде, Светлана о своей работе в агентстве недвижимости, но Андрей молчал, лишь ковырял еду в тарелке, почти не притрагиваясь к ней. Я пытался поддерживать веселую атмосферу, как делал всегда. Рассказывал забавные случаи, произошедшие за неделю, спрашивал об их планах. Это случилось, когда я раскладывал второе. Андрей с металлическим стуком уронил вилку на тарелку. Звук эхом разнесся по всей кухне. Он посмотрел мне прямо в глаза и с холодом, которого я никогда не слышал в его голосе, произнес: «Папа, ты здесь потому, что это твой дом, а не потому, что тебе здесь рады». Наступившая тишина оглушала. Людмила застыла с ложкой на полпути ко рту. Светлана опустила взгляд в свою тарелку. А я почувствовал, будто мне в грудь вонзили кинжал. «Что ты сказал?» — сумел пробормотать я, думая, что ослышался, что мой 67-летний слух сыграл со мной злую шутку. «Что слышал?» — ответил Андрей, не моргнув. «Этот дом технически твой, да. Но это не значит, что твое присутствие здесь желанно». Я пытался осознать эти слова. Это был тот самый мальчик, который бежал ко мне навстречу, когда я возвращался с работы. Тот самый, что просил почитать ему сказку на ночь. Тот самый, что называл меня своим героем, когда у него были проблемы в школе. Как мог тот же самый мальчик, теперь уже мужчина, говорить мне, что мне не рады в моем собственном доме? «Андрей», — вмешалась Людмила дрожащим голосом, — «не говори так с отцом». «Нет, мама», — твердо возразил он. «Пора все прояснить. Папа должен понять, что все изменится. Мой мозг заработал на полной скорости». «Изменится? Что изменится? И почему никто не посоветовался со мной об этих предполагаемых изменениях?» Я посмотрел на Людмилу в поисках ответа, но она отвела взгляд. «А о каких изменениях ты говоришь, сынок?» — спросил я, пытаясь сохранить спокойствие, хотя внутри чувствовал, как земля уходит из-под ног. «Обсудим позже», — таков был его единственный ответ, после чего он встал из-за стола. «Света, мы уходим». И вот так, без дальнейших объяснений, мой сын и невестка собрали свои вещи и ушли, оставив меня сидеть на кухне перед тарелкой плова, который я больше не мог проглотить, из тысячи вопросов без ответов. В ту ночь я не сомкнул глаз. Я просидел в своем любимом кресле, том самом, где укачивал Андрея, когда он был младенцем, снова и снова прокручивая в голове каждое слово, каждый жест, каждый взгляд за тем ужином. Что я сделал не так? Может, сказал что-то обидное? Почему Людмила не заступилась за нашу семью решительнее? Но шли часы.
Приближался рассвет, и что-то внутри меня начало меняться. Первоначальная печаль уступила место другому чувству. Потребности понять, что же происходит на самом деле. Я построил компанию с нуля, пережил экономические кризисы. Десятилетиями принимал трудные решения. Я не собирался сидеть сложа руки, сокрушаясь и не ища ответов. В 6 утра в понедельник, 16 марта, я принял решение, которое все изменит. Я собирался выяснить, что скрывается за этими жестокими словами. Мой сын упомянул, что все изменится, и мне нужно было точно знать, что это значит. Пока я готовил утренний кофе, мой разум уже составлял план. Если я чему-то и научился за свои 67 лет, так это тому, что ответы не приходят сами, за ними нужно идти. В понедельник утром, после бессонной ночи, я решил поговорить с Людмилой напрямую. Я не мог больше жить в той неопределенности, что осталось после вчерашнего вечера. Моя жена, с которой мы прожили 42 года в браке, должна была мне все объяснить. Я нашел ее на кухне. Она готовила завтрак, будто ничего и не случилось. На ней был тот самый синий халат, который мне так нравился, тот же, что она носила, когда мы были молодоженами. Но теперь, приглядевшись, я заметил что-то иное в ее движениях. Напряжение в плечах, скованность, несвойственная ей. «Людмила», — сказал я твердым голосом, — «нам нужно поговорить». Она не подняла глаз от кофейника. «О чем, Евгений?» «О том, что произошло вчера вечером. О словах нашего сына. И о том, почему ты не выглядела удивленной». Только тогда она замерла. Ее руки слегка дрогнули, когда она ставила чашку на столешницу. Спустя несколько секунд, показавшихся вечностью, она повернулась ко мне. Ее глаза были полны слез. «Я знала, что этот момент настанет», — прошептала она. «Какой момент, Люда? О чем ты говоришь?» Она села на стул напротив меня, на тот самый, где кормила маленького Андрея, где мы провели 1000 счастливых завтраков вместе. Но сейчас этот стул, казалось, был в километрах от меня. «Евгений». Андрей приходил ко мне 3 недели назад. Он был очень взволнован, говорил о планах, о будущем, о вещах, которые я не хотела слышать. Мое сердце забилось чаще. О каких планах? Он считает, что мы уже слишком стары, чтобы со всем этим справляться. Она обвела рукой дом. Ипотека выплачена, сбережения растут, и он говорит, что будет лучше, если... Люда, скажи мне прямо. Если мы разделим имущество сейчас, пока не стало слишком поздно. Эти слова обрушились на меня, как молот. Разделить имущество. Мой сын планировал поделить мое состояние, пока я еще был жив и в добром здравии. «И что ты ему сказала?» — спросил я, хотя боялся ответа. Людмила закрыла лицо руками. Сначала я наотрез отказалась. Сказала ему, что ты его отец, что мы всю жизнь жертвовали всем ради него, что этот дом — наш очаг. Сначала... Но он настаивал, Евгений, день за днем. Звонил мне по утрам, когда ты уходил на прогулку. Приходил днем, когда ты был в своей мастерской. Объяснял, что это не личное, а просто самое разумное решение с финансовой точки зрения. Мне показалось, будто я смотрю на чужого человека. Женщина, которая делила со мной постель 40 лет, скрывала от меня тайные переговоры с нашим сыном о моем же будущем. «А Светлана?» — спросил я. «Она тоже в этом замешана?» «Идея изначально принадлежала Светлане», — призналась Людмила срывающимся голосом. «Она работает с недвижимостью, знает рынок. Говорит, что наш дом сейчас стоит намного больше, чем мы за него заплатили, что район сильно подорожал. Все начало складываться в моей голове. Это была не просто вспышка гнева моего сына или временный семейный кризис. Это был просчитанный план, финансовая стратегия,
разработанная моей невесткой и приведенная в исполнение моим собственным сыном при молчаливом согласии моей жены. «Как долго они это планируют?» — спросил я самым спокойным голосом, на какой был способен. «С января», — призналась она. Светлана посоветовала Андрею проконсультироваться с юристом, специализирующимся на наследственном праве. Оказывается, есть законные способы ускорить раздел имущества, если все стороны согласны. «Все стороны?» — прервал я ее. «А я? Когда я должен был узнать, что являюсь стороной этого соглашения?» Андрей говорил, что объяснит тебе все постепенно, что покажет тебе преимущество, что ты сможешь остаться здесь жить, но юридически собственность будет разделена между нами троими. Хладнокровие этого плана лишило меня дара речи. Они не просто решили мое будущее без моего ведома, но и придумали, как представить все так, будто это делается для моего же блага. А сбережения? Пенсионный счет? Инвестиции, которые я делал на протяжении 30 лет? Людмила зажмурилась, прежде чем ответить. «Все, Евгений. План включает в себя все». Я встал из-за стола. Мне нужно было двигаться, думать, переваривать эту информацию. Я подошел к окну, выходящему в сад, тот самый сад, где я учил Андрея играть в футбол, где мы праздновали его дни рождения, где Людмила выращивала свои любимые розы. «И ты со всем этим согласна?» — спросил я, не оборачиваясь. «Я не знаю, Евгений. Я запуталась. Андрей говорит, что так будет лучше для всех, что так мы избежим проблем в будущем, что так они будут уверены, что я не передумаю позже». Молчание Людмилы было красноречивее любого ответа. «Есть что-то еще?» Она добавила почти неслышно. «Андрей упомянул, что если ты не согласишься добровольно, существуют юридические процедуры. Процедуры для признания человека недееспособным в управлении собственными делами». В этот момент я в полной мере осознал масштаб того, с чем столкнулся. Это была не просто семейная измена, а тщательно спланированный государственный переворот против моей собственной жизни и независимости. Пока я стоял и смотрел в окно, меня охватило странное спокойствие. На протяжении 67 лет я строил свою репутацию, будучи человеком вдумчивым, аналитичным и стратегически мыслящим. Я не позволю им недооценивать меня сейчас. «Спасибо, что сказала мне правду, Людмила», — сказал я, наконец, повернувшись к ней. «Теперь я хотя бы точно знаю, на чем стою». В тот вечер, пока Людмила плакала в спальне, я сел за свой письменный стол и начал составлять список всего, что мне нужно было выяснить. Если моя семья хотела играть в юридические и финансовые игры, они скоро обнаружат, что сильно недооценили своего противника. Следующие несколько дней стали самыми продуктивными в моей жизни в плане сбора информации. За 40 лет работы в текстильной промышленности я усвоил, что детали решают все, и теперь этот опыт должен был стать моим главным оружием. Я начал с проверки всех финансовых документов, хранившихся в моем письменном столе. Банковские выписки, страховые полисы, свидетельства о собственности, инвестиционные сертификаты. Все было скрупулезно разложено по папкам, которые я вел десятилетиями, но теперь я изучал их другими глазами, выискивая любые подозрительные движения. В среду, 18 марта, я сделал первое тревожное открытие. В банковской выписке за февраль значились 2 запроса, на которые я не давал разрешения. Кто-то запрашивал информацию о моем текущем и сберегательном счетах. Даты в точности совпадали с теми, о которых говорила Людмила, рассказывая о тайных визитах Андрея. Я немедленно позвонил в банк. Представившись управляющему Ивану Федоровичу, который знал меня уже 15 лет, я смог подтвердить свои подозрения.
«Евгений Петрович», — с некоторой неловкостью пояснил Иван Федорович, «ваш сын приходил сюда с нотариально заверенной доверенностью, подписанной вами. Ему нужна была информация, якобы для помощи с налоговой декларацией». «Доверенностью, подписанной мной?» — спросил я, чувствуя, как леденеет кровь. «Да. Мы сверили подпись с нашей базой данных, и она полностью совпадала. Я повесил трубку с ужасной уверенностью. Моя собственная подпись была подделана. Андрей получил доступ к конфиденциальной информации с помощью фальшивых документов. Это была уже не просто семейная измена, это было преступление. В тот же день, пока Людмила ушла в аптеку за своими лекарствами от давления, я решил тщательно осмотреть кабинет, которым пользовался Андрей, когда приезжал к нам в гости. Это была небольшая комната в конце коридора, где мы хранили книги и где он обычно работал со своим ноутбуком, оставаясь на воскресный обед. В ящике письменного стола я нашел то, от чего у меня перехватило дыхание. Ксерокопии всех моих личных документов, паспорта, свидетельств о собственности на дом, полисов страхования жизни, даже копии медицинских справок с моих последних осмотров. Все было аккуратно сложено в синюю папку, которую я видел впервые. Но самое тревожное ждало меня на последней странице. Черновик, написанный от руки почерком Андрея. Это был подробный график с конкретными датами и действиями. Апрель – получить независимую медицинскую экспертизу. Май – подать юридические документы. Июнь – первоначальный перевод активов. Июль – окончательное подписание. Мой сын распланировал следующие 4 месяца моей жизни без моего ведома. Он даже установил крайние сроки для каждого этапа своей стратегии. Я сфотографировал каждый документ на свой телефон, стараясь, чтобы не было заметно, что их трогали. Если Андрей все так тщательно документирует, я буду делать то же самое. В четверг утром я решил копнуть глубже. Я вспомнил, что Андрей упоминал о консультациях с юристами, поэтому проверил историю звонков на нашем домашнем телефоне. Людмила всегда настаивала на сохранении стационарной линии для экстренных случаев, и теперь я был рад этому решению. Среди звонков, сделанных за последние недели, я нашел несколько незнакомых номеров. Через онлайн-справочник я выяснил, что 2 из них принадлежали юридическим конторам, специализирующимся на семейном и наследственном праве. С большой осторожностью я позвонил в первую из них, представившись потенциальным клиентом, интересующимся процедурой признания недееспособности. Секретарь, ничего не подозревая, объяснила, что у них действительно недавно были консультации по делам пожилых людей, нуждающихся в юридической защите со стороны родственников. Второй звонок оказался еще более показательным. Адвокат Родион Сергеевич Самойлов сразу же узнал мою фамилию, когда я представился. «А вы, должно быть, отец Андрея Воронцова», — без раздумий сказал он. «Ваш сын был здесь на прошлой неделе, консультировался по процедуре опеки». Я тут же повесил трубку, но у меня уже была вся необходимая информация. Мой сын не только подделал документы и собрал мои личные данные, но и целенаправленно консультировался о том, как признать меня юридически недееспособным. В тот вечер за ужином, который проходил в полном молчании, я внимательно наблюдал за Людмилой. Ее движения были нервными, она избегала моего взгляда и почти не притрагивалась к еде. Было очевидно, что давление от необходимости хранить тайну сильно на нее влияло. «Как прошел твой день?» — спросил я, как ни в чем не бывало. «Хорошо обычно», — быстро ответила она. «Сходила на рынок, потом в аптеку. Андрей звонил тебе сегодня?» Она заметно напряглась.
Нет. А почему ты спрашиваешь? Просто так, из любопытства. Но я знал, что он звонил. Я видел запись в телефоне. Звонок длительностью 32 минуты в 2 часа дня. Как раз, когда я выходил на прогулку. В пятницу я решился на более смелый шаг. Воспользовавшись тем, что Людмила ушла на еженедельный прием к врачу, я обыскал весь дом. В нашей спальне, в комоде Людмилы, я нашел маленькую записную книжку, спрятанную среди ее белья. Записи, сделанные ее почерком, документировали телефонные разговоры с Андреем за последние 5 недель. Там были конкретные даты, краткое содержание каждого звонка и, что самое шокирующее, списки моих повседневных дел, мое расписание, время ухода и прихода, мои визиты к врачам, даже мое настроение. Моя собственная жена шпионила за мной и докладывала о моих действиях нашему сыну, словно тайный агент. В последней записи, датированной предыдущим днем, я прочел то, от чего у меня застыла кровь. Андрей говорит, что у него уже все готово. На следующей неделе он поговорит с папой напрямую. Если тот откажется, они перейдут к плану «Б». Говорит, пути назад нет. Я закрыл записную книжку и положил ее точно на то же место. Теперь у меня были вещественные доказательства всего заговора. Поддельные документы, тайные юридические консультации, домашний шпионаж и конкретный план дальнейших действий. Возвращаясь к своему столу, я ощутил странную ясность. Всю свою жизнь я сталкивался со сложными профессиональными вызовами. Переживал экономические кризисы, принимал трудные решения под давлением, но никогда я не сталкивался с чем-то, что требовало бы от меня такой стратегической выдержки. Как это? Моя семья допустила фатальную ошибку. Они решили, что я беспомощный и предсказуемый старик. Они вот-вот должны были узнать, как сильно ошибались. В тот вечер я начал составлять собственный план действий. Если у них есть график, у меня будет лучше. Если они консультировались с юристами, я найду юристов получше. Если они думали, что могут манипулировать мной, используя мою семейную любовь против меня, они скоро поймут, что десятилетия опыта в мире бизнеса научили меня отделять чувства от стратегии, когда это необходимо. Война началась, но они об этом еще не знали. В субботу, 21 марта, я решил расширить свое расследование за пределы дома. Если этот заговор был настолько продуман, как казалось, мне нужно было понять, как далеко простираются его щупальца и кто еще мог быть в него вовлечен. Моей первой остановкой был офис моего бухгалтера, Федора Константиновича Соколова, который вел мои личные финансы последние 12 лет. Федор был человеком дотошным и скрытным, качество, которое я всегда в нем ценил, но теперь мне нужно было знать, не пошатнулась ли эта скрытность. «Федор Константинович», — сказал я прямо, когда мы сели в его кабинете, «мне нужно, чтобы вы с полной откровенностью сказали, обращался ли кто-то из моей семьи к вам по поводу моих финансовых дел». Его лицо тут же изменилось. Неловкость, отразившаяся в его чертах, подтвердила мои худшие опасения. «Евгений Петрович», — нервно начал он, — «ваша невестка Светлана приходила ко мне 3 недели назад. Сказала, что вы ее прислали за сводкой вашего имущественного положения. И что вы ей сказали?» Сначала я, конечно, отказал, но она настаивала, что у нее есть подписанное вами разрешение. У нее даже была копия вашего паспорта, и она знала такие специфические детали о ваших инвестициях, которые могли быть известны только вам. У меня скрутило живот. Светлана использовала информацию, которую Андрей собрал из моих документов, чтобы убедить моего собственного бухгалтера,
что она действует с моего согласия. Какую именно информацию вы ей предоставили? Федор Константинович, заметно нервничая, ослабил галстук. Я передал ей полную сводку ваших активов. Обе квартиры, банковские счета, пенсионный план, акции старой компании. Все? Спросил я, чувствуя, как предательство становится все глубже. Да. Я также объяснил ей структуру ваших вложений и предоставил актуальные оценки по каждому активу. Я несколько мгновений молчал, переваривая масштаб услышанного. Светлана не просто имела доступ к общей информации о моем состоянии. Она знала каждую деталь моего финансового положения с абсолютной точностью. Она упоминала, зачем ей эта информация. Сказала, что вы планируете сюрприз к вашему дню рождения, что-то связанное с реорганизацией ваших инвестиций для оптимизации налогов. Реорганизация моих инвестиций. Ирония была почти комичной. Мои собственные деньги использовались для финансирования плана, который должен был их у меня отнять. Покинув кабинет Федора Константиновича, я решил навестить своего лечащего врача, Павла Михайловича Миронова, который наблюдал меня последние 8 лет. Если в плане Андрея была независимая медицинская экспертиза, мне нужно было знать, предприняли ли они уже какие-то шаги в этом направлении. «Павел Михайлович», — сказал я во время, казалось бы, обычного визита, «получали ли вы какие-либо звонки от моей семьи с просьбой предоставить информацию о моем здоровье?» Его реакция была мгновенной и тревожной. «Действительно, ваш сын звонил на прошлой неделе, расспрашивал о ваших когнитивных способностях и общем состоянии здоровья. И что вы ему ответили?» Я объяснил, что не могу предоставлять медицинскую информацию без вашего явного разрешения, разумеется. Но он очень настаивал, говорил, что обеспокоен недавними случаями спутанности сознания, которые у вас якобы наблюдались. «Случаями спутанности сознания?» — недоверчиво переспросил я. «Да, он упомянул, что в последнее время вы забываете важные разговоры, повторяете одни и те же вопросы и проявляете признаки временной дезориентации». Наглость Андрея лишила меня дара речи. Он не только собирал обо мне медицинские сведения, но и выдумывал несуществующие симптомы, чтобы создать видимость когнитивных нарушений. «Доктор, вы осматривали меня всего месяц назад. Вы заметили у меня какие-либо признаки когнитивного упадка?» «Абсолютно никаких, Евгений Петрович. Ваши когнитивные функции в полной норме для вашего возраста. Более того, ваша ясность ума превосходит многих пациентов на 20 лет моложе. Вы сказали это моему сыну?» Я объяснил ему это предельно ясно. Но он настаивал, что, возможно, мне стоит направить вас к гериатру для более углубленной оценки. Теперь я полностью понимал их стратегию. Андрей систематически собирал досье, чтобы оправдать признание меня недееспособным. Он подделывал документы, собирал детальную финансовую информацию, консультировался со специалистами-юристами, а теперь пытался сфабриковать медицинскую историю. В тот же день я решил нанести внезапный визит в агентство недвижимости, где работала Светлана. Мне нужно было лично оценить истинного архитектора этого плана. Офис агентства «Столичная недвижимость» располагался в центре города, в современном здании, отражавшем успех местного риэлторского бизнеса. Когда я приехал, секретарь сообщила мне, что Светлана занята с клиентом, но я могу подождать. Ожидая, я услышал обрывки ее разговора через стеклянную дверь кабинета. Она говорила по телефону, и хотя я не мог разобрать всех слов, я уловил несколько фраз, от которых у меня застыла кровь. Процесс продвинулся дальше, чем мы думали.
Оценка основного объекта превосходная. Нам следует ускорить график. Когда она, наконец, вышла ко мне, ее удивленное лицо подтвердило, что мой визит был неожиданным и нежеланным. «Евгений Петрович», — сказала она с натянутой улыбкой, — «какой сюрприз видеть вас здесь». «Светлана, мне нужно поговорить с тобой о чем-то важном». Я отвел ее в ближайшее кафе, где решил проверить, как далеко зайдет ее двуличность. В течение 20 минут я вел внешне непринужденную беседу о рынке недвижимости, ценах на жилье в нашем районе и инвестиционных тенденциях. Светлана с профессиональным энтузиазмом отвечала, приводя конкретные детали оценок и рыночных возможностей. Но больше всего меня поразило ее точное знание характеристик моего дома. Квадратные метры, год постройки, сделанные улучшения, даже детали отопительной и электрической систем, которые мог знать только тот, кто досконально изучил документы на собственность. «Ты провела очень тщательное исследование недвижимости в нашем районе», — небрежно заметил я. «Это моя работа», — ответила она, избегая моего взгляда. «Ты знаешь даже очень специфические детали о моем доме». В этот момент она заметно занервничала. «Ну, это один из самых знаковых объектов в этом районе. Естественно, я его изучала». «Изучала? Для чего именно?» Наступившее молчание было красноречивее любого признания. Светлана быстро извинилась, сославшись на срочную встречу, и покинула кафе, оставив меня с абсолютной уверенностью в том, что именно она была главным идейным вдохновителем всей этой операции. В тот вечер, вернувшись домой, я сел за свой стол и нарисовал ментальную карту всего заговора. Он был гораздо масштабнее и изощреннее, чем я предполагал изначально. Андрей был эмоциональным исполнителем, использующим наши родственные связи для манипуляции. Светлана — финансовым стратегом, предоставлявшим технические знания и профессиональные контакты. Людмила — внутренним информатором, обеспечивавшим доступ и постоянное наблюдение. Им удалось проникнуть в мой круг профессионального доверия, скомпрометировав моего бухгалтера и пытаясь манипулировать моим врачом. Но они совершили одну решающую ошибку. Они полностью недооценили мою способность обнаружить, проанализировать и ответить на их стратегию. За 40 лет предпринимательского опыта я сталкивался с безжалостными конкурентами, неверными партнерами и сложными кризисами. Эта ситуация, хоть и была лично болезненной, в стратегическом плане ничем не отличалась. Пока я раскладывал все собранные за неделю доказательства, меня охватило чувство холодной решимости. Речь шла уже не просто о защите моего имущества или моей независимости. Речь шла о том, чтобы преподать фундаментальный урок о последствиях предательства доверия того, кто посвятил всю свою жизнь защите и обеспечению своей семьи. В понедельник начнется вторая фаза моего расследования – поиск союзников и подготовка контрнаступления. В понедельник, 23 марта, я решил, что пришло время превратиться из молчаливой жертвы в деятельного стратега. За выходные я досконально проанализировал всю собранную информацию и теперь нуждался в надежных профессионалах, которые помогли бы мне защитить то, что я строил десятилетиями. Первым делом я позвонил Семену Михайловичу Соболеву, адвокату по имущественному праву, с которым познакомился много лет назад на конференции по финансовому планированию для пенсионеров. Семен Михайлович имел репутацию человека сдержанного, эффективного и абсолютно преданного своим клиентам. «Евгений Петрович», — поприветствовал он меня, когда я вошел в его кабинет тем утром. «Рад видеть вас после стольких лет. Чем могу помочь?» Я изложил ему всю ситуацию, не упуская ни одной детали.
Показал фотографии документов, которые нашел. Рассказал о тайных консультациях Андрея с другими юристами и подробно описал график, который они составили без моего ведома. Семен Михайлович слушал внимательно, делая скрупулезные пометки. С каждым моим словом его лицо становилось все серьезнее. «Евгений Петрович», — сказал он наконец, — «то, что вы описываете, подпадает под несколько серьезных статей. Подделка документов, мошенническое получение конфиденциальной информации и, что самое тревожное, подготовка к процедуре признания недееспособности без реальных медицинских оснований. Какие у меня есть варианты? Множество. Мы можем подать уголовные иски, немедленно наложить обеспечительные меры для защиты ваших активов, и, что самое важное, мы можем опередить любые юридические шаги, которые они планируют предпринять. Семен Михайлович объяснил, что мы можем реализовать то, что он назвал превентивной защитой активов. Это включало в себя изменение юридической структуры моей собственности, создание безотзывных доверительных фондов и подготовку медицинских и психологических заключений, подтверждающих мою полную вменяемость. «Сколько времени нам потребуется?» — спросил я. «Если действовать быстро, за 2 недели мы можем юридически обезопасить все. Они не смогут прикоснуться ни к чему без вашего прямого согласия, даже если им удастся добиться временного признания недееспособности. Я уполномочил его немедленно приступить ко всем мерам защиты. Также я попросил его незаметно навести справки об адвокатах, с которыми консультировался Андрей, чтобы предугадать их возможные ходы. Моей второй остановкой был кабинет клинического психолога Марины Евгеньевны Яшиной, специалиста по гериатрической оценке. Если Андрей планировал поставить под сомнение мою дееспособность, мне нужны были неопровержимые профессиональные документы, доказывающие обратное. «Марина Евгеньевна», — объяснил я, — «мне нужна полная психологическая экспертиза, подтверждающая мое текущее когнитивное состояние». В течение следующих 3 часов я прошел исчерпывающую серию тестов: оценку памяти, анализ способности к рассуждению, тесты на ориентацию во времени и пространстве и проверку исполнительных функций. Результаты были категоричны. Мои показатели по всем тестам были значительно выше среднего для моей возрастной группы. Доктор Яшина заверила меня, что через 2 дня у меня будет полный отчет с документацией, которую любой суд счел бы окончательной. В тот же день я навестил свою сестру Раису, которая была на 5 лет меня младше и единственным человеком в семье, кому я мог полностью доверять. Раиса 30 лет проработала секретарем судебного заседания и знала правовую систему лучше многих адвокатов. «Женя», — сказала она, выслушав всю историю, — «это гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Если Андрей добьется признания недееспособности, пусть даже временного, он сможет принимать обязательные решения по твоему имуществу, прежде чем ты успеешь отменить этот процесс. Что ты посоветуешь? Тебе нужно действовать одновременно по нескольким фронтам: юридическому, финансовому и семейному. Но тебе также нужны доказательства того, что они действуют недобросовестно». Раиса предложила то, о чем я не подумал: записывать будущие разговоры с Андреем и Людмилой. В моем собственном доме это было законно и предоставило бы неопровержимые доказательства их истинных намерений. Тебе также стоит сменить все банковские пароли и установить новые протоколы безопасности, добавила она. Если они подделали твою подпись 1 раз, могут сделать это снова. Во вторник я отправился в свой банк, чтобы лично встретиться с генеральным директором Антоном Валерьевичем Волковым, с которым у меня были
профессиональные отношения на протяжении 15 лет. «Антон Валерьевич», — сказал я ему прямо, — «кто-то получал доступ к информации по моим счетам, используя поддельные документы. Мне необходимо принять чрезвычайные меры безопасности». Антон Валерьевич отнесся к этому вопросу очень серьезно. Мы установили специальный протокол, согласно которому любой запрос или транзакция по моим счетам требовали бы прямого телефонного подтверждения со мной с использованием секретных вопросов, ответы на которые знал только я. «Евгений Петрович», — объяснил он, — «мы также можем временно заморозить доступ к информации о ваших счетах, пока будем расследовать, как они получили данные ранее». Кроме того, он предложил мне открыть новый текущий счет в другом отделении, перевести туда большую часть моих ликвидных сбережений и оставить на старых счетах лишь минимальные средства. В среду мне позвонили неожиданно, и этот звонок полностью изменил мой взгляд на имеющихся союзников. Звонила Надежда, младшая сестра Людмилы, из Воронежа. «Женя», — сказала она обеспокоенным голосом, — «Люда звонила мне вчера, очень расстроенная. Рассказала что-то о семейных проблемах и планах Андрея, которые меня очень встревожили. Что именно она тебе сказала? Что Андрей давит на нее, чтобы она поддержала какое-то судебное разбирательство против тебя. Она очень растеряна и напугана, но чувствует, что не может перечить собственному сыну». Эта информация оказалась для меня настоящим открытием. Людмила была не коварной заговорщицей, а жертвой эмоциональной манипуляции Андрея. Это дало мне новый взгляд на то, как вести себя с женой. «Надя, ты бы согласилась поговорить с Людой об этом?» «Конечно. Я как раз собираюсь приехать к вам на следующей неделе. Может, я смогу помочь Люде взглянуть на ситуацию с другой стороны. В четверг я завершил последний этап своей оборонительной стратегии. Я нанял частного детектива Глеба Игоревича Орлова, специализирующегося на делах о семейном мошенничестве. «Евгений Петрович», — объяснил Глеб, — «мы можем расследовать всю недавнюю деятельность вашего сына и его жены. Телефонные звонки, юридические консультации, личные финансовые операции, при необходимости даже их цифровые коммуникации. Я разрешил ему провести незаметное, но тщательное расследование. Мне нужно было точно знать, какие еще шаги они предприняли, и есть ли у них сообщники, которых я не выявил. В тот вечер, перебирая все документы и контракты, которые я подписал за неделю, я понял, что достиг чего-то фундаментального. Я превратился из уязвимой мишени в человека, защищенного несколькими слоями юридической и финансовой обороны. Семен Михайлович начал процедуру защиты активов. Доктор Яшина подтвердила мою абсолютную вменяемость. Антон Валерьевич обезопасил мои финансы. Раиса давала мне практические юридические советы. Надежда должна была стать моим союзником в разговоре с Людмилой, а Глеб вел расследование в отношении моих противников. Но самое главное, я вернул себе то, что потерял за эти недели смятения и боли, полный контроль над ситуацией. Я больше не реагировал на чужие ходы, а предвосхищал их, устанавливая свои собственные правила игры. В пятницу вечером, пока Людмила беспокойно спала рядом, я бодрствовал, планируя следующие шаги. Андрей указал в своем графике, что апрель будет месяцем независимой медицинской экспертизы. Но когда этот момент настанет, он обнаружит, что у меня уже есть неопровержимые медицинские документы, полная юридическая защита и веские доказательства ко всей его мошеннической деятельности. Оборонительная фаза моей стратегии была завершена. Пришло время переходить в наступление. В понедельник
30 марта я получил известия, которые должны были полностью изменить расстановку сил в этой тихой битве. Глеб Игоревич, мой частный детектив, раскопал информацию, превзошедшую мои худшие ожидания. «Евгений Петрович», — сказал он, когда мы встретились в его офисе, — «вам лучше присесть». Глеб разложил на своем столе стопку фотографий, банковских выписок и расшифровок телефонных разговоров, полученных абсолютно законными методами. «Ваша невестка Светлана», — начал он, — «организовывала эту операцию дольше, чем мы предполагали. Мы нашли доказательства того, что она начала изучать ваше имущество более полугода назад, задолго до того, как в это был вовлечен ваш сын. Он показал мне скриншоты поисковых запросов в интернете, которые делала Светлана, о процедурах опеки над пожилыми людьми и правах на досрочное наследование. Даты уходили в сентябрь прошлого года. Но самое главное, продолжил Глеб, мы выяснили, что у Светланы есть значительные долги, которые она скрывала от мужа. Какого рода долги? Она крупно вложилась в строительный проект, который полностью провалился. Она должна более 150 тысяч евро нескольким частным инвесторам. Срок выплат истек в январе, и кредиторы оказывают на нее серьезное давление. Все идеально сходилось. Светланой двигала не забота о семье или разумное финансовое планирование. Она была в отчаянии, пытаясь погасить долги, которые поставили под угрозу ее собственную платежеспособность. «Андрей знает об этих долгах?» — спросил я. «По-видимому, нет. Наши источники указывают, что Светлане удавалось держать его в полном неведении относительно своего реального финансового положения». Затем Глеб передал мне самый шокирующий документ — расшифровку телефонного разговора между Светланой и одним из ее кредиторов. «Если я не получу доступ к этим активам до мая, — говорила Светлана, — мне придется объявить себя банкротом. У моего свекра есть недвижимость на 500 000 евро, которая практически простаивает. Это старик, живущий с женой, не способный реально управлять таким богатством». Чтение этих слов было подобно удару под дых. Светлана превратила мою семью, мой дом и мое состояние в простую коммерческую сделку для решения своих собственных финансовых проблем. «И это еще не все», — добавил Глеб. «Андрей тоже находится не в том экономическом положении, в каком кажется. Его консалтинговый бизнес терял клиентов в течение последнего года. Его доходы упали почти на 40%. Полная картина начала складываться у меня в голове. Это был не тщательно продуманный план для моего блага, а отчаянная операция двух людей с серьезными финансовыми проблемами, которые решили использовать мое имущество для решения своих личных кризисов. В тот вечер, вернувшись домой, я застал неожиданный сюрприз. Моя свояченица Надежда приехала из Воронежа, как и обещала. Она сидела на кухне и разговаривала с Людмилой, и напряжение между ними было ощутимым. «Женя», — с явным беспокойством поздоровалась Надежда, — «нам нужно поговорить втроем о том, что происходит в этой семье». В течение следующих 2 часов Надежда оказала на Людмилу то давление, на которое я был не способен. Будучи младшей сестрой, но более решительной, она добилась от Людмилы признаний в деталях, которые та от меня скрывала. Андрей сказал, что если я не буду сотрудничать, они со Светланой уедут далеко, и я больше никогда не увижу своих внуков. Сквозь слезы призналась Людмила. «Каких внуков?» — резко спросила Надежда. «У Андрея и Светланы нет детей. Тех, которых они собираются завести в будущем», — пробормотала Людмила. «Андрей сказал, что они хотят создать семью, но для этого им нужна финансовая стабильность.
Мы с Надеждой обменялись многозначительными взглядами. Андрей использовал обещания будущих внуков, чтобы эмоционально манипулировать своей матерью, играя на ее желании стать бабушкой. «Люда», — твердо сказала Надежда, — «ты понимаешь, что они используют твои собственные мечты против тебя, чтобы украсть состояние твоего мужа». Именно тогда Людмила окончательно сломалась. Рыдая, она призналась, что неделями чувствовала, что что-то ужасно не так, но боялась перечить Андрею. Меня также напугало, когда Андрей упомянул, что они могут признать Женю недееспособным, прошептала она. Я знаю, что у тебя голова работает отлично, но он настаивал, что это просто для предосторожности. Надежда с возмущением встала из-за стола. «Людмила, твой сын планирует разрушить жизнь собственного отца, чтобы решить свои денежные проблемы. Как ты вообще можешь рассматривать возможность поддержать такое?» Во время этого решающего разговора я получил то, чего не ожидал. Моя жена вернулась ко мне в качестве союзника. Людмила стала жертвой эмоциональной манипуляции, так же, как я стал жертвой финансового обмана. Во вторник мне позвонил Семен Михайлович, и его слова наполнили меня удовлетворением. «Евгений Петрович, мы завершили полную юридическую защиту активов. Ваше имущество теперь защищено такой структурой, которая делает невозможным любой несанкционированный доступ». Что это значит на практике? Это значит, что даже если им удастся получить временное решение о недееспособности, они не смогут прикоснуться ни к одной из ваших квартир, банковских счетов или инвестиций, не пройдя через полный судебный процесс, который займет годы. Семен Михайлович также проверил адвокатов, к которым обращался Андрей. Они хорошие специалисты, но работают с неполной и ложной информацией. Когда они обнаружат, что их клиент солгал им о вашем психическом состоянии и реальной семейной ситуации, они, скорее всего, откажутся от дела. В среду я приступил к следующему этапу своей стратегии – контролируемой конфронтации. Пришло время дать Андрею понять, что я точно знаю, что он замышляет, но пока не раскрывая всех своих козырей. Я позвонил ему по телефону спокойным голосом. «Андрей, я думаю, нам стоит серьезно поговорить о будущем. Ты не мог бы приехать завтра вечером?» С осторожностью спросил он. «О тех изменениях, о которых ты упоминал за ужином в прошлое воскресенье. Думаю, пора тебе объяснить, что именно ты имеешь в виду». Я чувствовал его нервозность через телефонную трубку. «Хорошо. Я приеду завтра около 6. В тот вечер, в присутствии Людмилы и Надежды, я незаметно установил записывающее устройство в гостиной. Все, что скажет Андрей, будет зафиксировано в качестве дополнительного доказательства. В четверг вечером, ожидая приезда сына, я мысленно перебрал все козыри, которые были у меня на руках. Полная юридическая защита, доказательства их мошеннических действий, подтверждение моей дееспособности, восстановленные семейные союзы, информация о тайных долгах Светланы и теперь возможность задокументировать любую новую ложь или угрозу. Когда Андрей прибыл ровно в 6, он принес с собой папку с документами и выражение решимости, которое не укрылось от моего взгляда. Он пришел подготовленным к разговору, который, как он считал, будет полностью под его контролем. Он сел напротив меня на тот самый диван, где много лет назад я учил его читать, где мы смотрели фильмы по воскресеньям, где праздновали его успехи в учебе. Но теперь эта же комната превратилась в поле битвы, на котором решалась судьба наших отношений и моей независимости. «Папа», — начал он серьезным голосом, — «я много думал о нашей семейной и финансовой ситуации.
Я считаю, пришло время внести некоторые важные коррективы. «Я слушаю», — ответил я с тем же спокойствием, которое использовал десятилетиями в сложных деловых переговорах. Чего Андрей не знал, так это того, что каждое слово, которое он собирался произнести, будет впоследствии использовано как улика против него. Он полностью недооценил своего противника и вот-вот должен был узнать настоящую цену этой недооценки. «Папа», — продолжил Андрей, раскладывая принесенные документы, «мы со Светланой детально изучили твое имущественное положение. Мы считаем, что есть серьезные возможности для оптимизации, которые тебе стоит рассмотреть». Я внимательно наблюдал за ним, пока он раскладывал бумаги на кофейном столике. Его язык тела выдавал нервозность, но в то же время и искусственную уверенность, которая меня настораживала. «Во-первых», — сказал он, указывая на один из документов, «этот дом — непродуктивный актив. Он оценивается более чем в 20 миллионов рублей, но не приносит никакого дохода. Этот дом — мое жилище, Андрей. Здесь вырос ты. Здесь живет твоя мать. Именно поэтому экономически целесообразно передать право собственности сейчас, пока мы все согласны. Ты мог бы сохранить пожизненное право пользования, но право собственности перешло бы на мое имя. Это позволило бы нам оптимизировать будущие налоги на наследство». Холодность, с которой он описывал план захвата моего дома, ошеломляла, но я сохранял самообладание. Мне нужно было, чтобы он продолжал говорить, чтобы записать все его признания. А мои другие инвестиции? «Вот здесь ситуация сложнее», — ответил он, переходя на якобы деловой тон. «У тебя слишком много диверсифицированных вложений для человека твоего возраста. Тебе следует все консолидировать в более консервативные и легко управляемые инструменты». Затем он показал мне подробное предложение, по которому все мои акции, облигации и срочные вклады должны были быть ликвидированы и переведены на совместный счет, которым он будет управлять в моих интересах. «Андрей», — сказал я нарочито растерянным голосом, «это звучит слишком сложно для моего понимания. Ты не мог бы объяснить попроще?» Я увидел, как его глаза загорелись. Он решил, что наконец-то нашел ту уязвимость, которую искал. «Поэтому так важно, чтобы ты позволил мне помочь тебе, папа. Эти финансовые решения слишком сложны для того, кто не знаком с современными рынками. Ты хочешь сказать, что я больше не в состоянии управлять собственными делами?» «Дело не в способностях», — быстро ответил он. «Дело в эффективности. У меня финансовое образование. Светлана разбирается в рынке недвижимости. Мы можем максимизировать стоимость твоего состояния так, как ты один не сможешь». Это было именно то признание, которого я ждал. Андрей косвенно признал, что его план состоял в том, чтобы полностью захватить контроль над моими финансами под предлогом моей мнимой некомпетентности. А если я воспротивлюсь этим изменениям? Этот вопрос полностью изменил динамику разговора. Андрей заметно напрягся и на несколько бесконечных секунд замолчал. «Папа, мы надеемся, что до более формальных мер не дойдет». «Каких еще формальных мер?» «Существует юридическая возможность установить опеку, когда пожилой человек не в состоянии принимать рациональные финансовые решения самостоятельно. Вот она, прямая угроза, которую я ждал. Андрей только что на диктофон признался, что если я добровольно не отдам свое имущество, они приступят к процедуре признания меня недееспособным. Продолжение следует во второй части рассказа, друзья. Оставайтесь с нами. Ты консультировался с юристом по этому поводу?» — спросил я, сохраняя тон обеспокоенного старика. «Я получил предварительную консультацию». «Да.
Процесс несложный, когда есть явные доказательства ухудшения способности к суждениям. Какие доказательства? Андрей открыл другую папку и показал мне документы, от которых у меня перехватило дыхание. Там были фотографии моего дома, снятые с улицы, на которых был виден небольшой беспорядок в саду. Были копии медицинских справок, где он подчеркнул мои визиты по незначительным поводам. Была даже рукописная записка с перечнем тревожных моделей поведения, включавшая такие вещи, как повторение разговоров и частые провалы в памяти. «Как видишь», — сказал он с леденящей душу уверенностью, «мы задокументировали несколько индикаторов, которые могли бы обеспокоить независимого медицинского эксперта. То есть Светлана помогла мне с документацией. Ее профессиональный опыт был неоценим для связного изложения информации. В этот момент я окончательно понял всю изощренность их плана. Они не просто решили украсть мое состояние, они скрупулезно сфабриковали ложное досье, чтобы юридически оправдать свои действия. «Андрей», — сказал я, придав голосу еще большую дрожь, — «все это для меня слишком ошеломляюще. Могу я подумать несколько дней?» «Конечно, папа. Но важно, чтобы ты не затягивал с решением. У возможностей по оптимизации налогов есть крайние сроки». «Какие крайние сроки?» «В идеале мы должны все оформить до конца апреля. Это даст нам достаточно времени, чтобы завершить переводы до конца финансового года. Апрель. Точно та дата, которую я видел в его секретном графике. Андрей только что подтвердил, что у них был конкретный календарь для завершения захвата моего имущества. А что, если за эти дни раздумий я решу проконсультироваться со своими собственными советниками?» Этот вопрос заставил его заметно занервничать. «Папа, я думаю, было бы контрпродуктивно вовлекать больше людей в интимные семейные решения. К тому же мы уже провели все необходимые исследования. Но ты ведь не будешь против, если я проверю некоторые детали в своем банке?» «Проблема в том, — ответил он с явной осторожностью, — что твой банк может не до конца понять семейный контекст этих решений. Они могут создать ненужную путаницу. Это было окончательное подтверждение, которое мне было нужно. Андрей не только боялся, что я проконсультируюсь с независимыми профессионалами, но и конкретно хотел избежать проверки банком информации, которую они использовали для получения данных о моих счетах. «Понимаю», — сказал я с видимой покорностью. «Полагаю, я доверюсь твоему суждению, как и всегда». Я видел, как он тут же расслабился. Он воспринял мой ответ как капитуляцию, хотя на самом деле это было завершение идеально проведенного допроса. «Папа, я хочу, чтобы ты знал, все это мы делаем для твоего же блага. Мы со Светланой поняли, что тебе нужна защита, даже если ты сам этого не осознаешь». «Защита от чего?» «От самого себя, в первую очередь. В твоем возрасте естественно, что способность к суждениям постепенно снижается. Лучше предвидеть эти проблемы, прежде чем они станут необратимыми». Эти последние слова стали жемчужиной всей записи. Андрей прямо признал, что считает мою способность к суждениям нарушенной, предоставив идеальное доказательство лживости своих мотивов. Когда он ушел в тот вечер, забрав свои документы и завуалированные угрозы, я остался сидеть в гостиной с чувством абсолютного триумфа. Я добился того, чтобы он полностью признал свои истинные намерения. Я получил записанные на диктофон доказательства его угроз о признании недееспособности и подтвердил все детали их запланированного графика. Но самое главное, Андрей уходил в полной уверенности, что ему удалось меня запугать и сбить с толку, хотя на самом деле он предоставил последнее доказательство.
необходимое мне для полного уничтожения его плана. В тот вечер я позвонил Семену Михайловичу, чтобы сообщить ему о записи. «Евгений Петрович, это чистое золото с юридической точки зрения. С этим признанием мы можем не только защититься от любой попытки признания недееспособности, но и выдвинуть уголовные обвинения в попытке мошенничества и принуждения». Готовясь ко сну, я размышлял о том, чего достиг за последние 3 недели. Я прошел путь от потенциальной жертвы до полного контроля над ситуацией. Мое имущество было юридически защищено. У меня были исчерпывающие доказательства всех мошеннических действий Андрея и Светланы. Я вернул Людмилу в качестве союзника. И теперь у меня была диктофонная запись, которая делала невозможным любое юридическое действие против меня. Но самым приятным было то, что я добился всего этого так, что мои противники даже не подозревали, что у них больше нет никакого преимущества. Они все еще верили, что имеют дело с растерянным и уязвимым стариком, хотя на самом деле они попали в идеально расставленную ловушку, созданную человеком с десятилетиями опыта в бизнес-стратегии. Завтра начнется финальная фаза моего плана, систематическое уничтожение всего, что они построили против меня. В пятницу, 3 апреля, я решил, что пришло время перейти от молчаливой обороны к рассчитанному наступлению. 3 недели я собирал информацию, выстраивал защиту и расставлял ловушки. Теперь настало время использовать весь этот арсенал с сокрушительной эффективностью. Моим первым действием был прямой контакт с кредиторами Светланы. Глеб Игоревич предоставил мне их контактные данные, и я решил, что они заслуживают знать истинное положение своей должницы. Я позвонил Николаю Романову, главному кредитору, который вложил 80 тысяч евро в провальный строительный проект Светланы. «Господин Романов», — сказал я Евгений Петрович, свекор Светланы Морозовой. Думаю, вам следует знать, что моя невестка пытается мошенническим путем получить доступ к моему имуществу, чтобы покрыть свои долги перед вами». Последовавший разговор был показательным. Николай подтвердил, что Светлана неоднократно уверяла его, что получит доступ к значительным семейным ресурсам до 30 апреля, крайнего срока, который он ей установил для погашения долга. «Господин Васильев», — спросил он, — «вы готовы гарантировать долги вашей невестки?» «Категорически нет. Более того, я настоятельно рекомендую вам тщательно проверять любые документы, которые она может представить якобы с моей поддержкой. Весьма вероятно, что это подделки. Повесив трубку, я знал, что посеял первое семя внешнего давления, которое кардинально осложнит планы Светланы. Теперь ее кредиторы начнут глубже копать под ее обещания, и любая попытка использовать фальшивые документы будет немедленно обнаружена. Мое второе действие было еще более прямым. Я лично посетил офис адвоката Родиона Сергеевича, который консультировал Андрея по процедуре установления опеки. «Господин адвокат», — сказал я, появившись в его кабинете без предварительной записи, — «я Евгений Петрович Васильев. И я так понимаю, мой сын консультировался с вами по поводу моей предполагаемой умственной недееспособности». Выражение удивления и дискомфорта на лице юриста было мгновенным. «Господин Васильев, я не могу обсуждать дела других клиентов». «Вам и не нужно ничего обсуждать», — спокойно ответил я. «Вам нужно лишь взглянуть на это». Я передал ему полное заключение от доктора Яшиной, удостоверяющее мои безупречные когнитивные способности, вместе с расшифровкой записи моего разговора с Андреем, где тот признавался в фабрикации ложных доказательств.
Господин адвокат, мой сын систематически лгал вам о моем психическом состоянии и семейных обстоятельствах. Я предлагаю вам внимательно перепроверить любую документацию, которую он вам предоставил, потому что большая ее часть может оказаться подделкой. Адвокат читал документы с все более серьезным выражением лица. Господин Васильев, если это правда, то возникает очень серьезная этическая проблема с представительством, о котором меня просили. Уверяю вас, это чистая правда. И предупреждаю, что любая юридическая процедура, основанная на ложной информации, будет встречена самым решительным образом со всеми доступными правовыми инструментами. Выйдя из этого кабинета, я знал, что Андрей лишился своего главного юридического консультанта. Ни один ответственный адвокат не продолжит вести дело, зная, что его клиент намеренно предоставил ложные сведения. В понедельник, 6 апреля, я реализовал третью фазу своей контратаки – финансовое разоблачение. Я связался напрямую с начальником Андрея в консалтинговой фирме, где тот работал. «Господин Ершов», — сказал я по телефону, — «я отец Андрея Васильева, одного из ваших консультантов. Мне необходимо сообщить вам о ситуации, которая может затронуть профессиональную репутацию вашей компании». Я объяснил, что Андрей использовал рабочее время для консультаций с адвокатами, изучения юридических процедур и планирования мошеннических операций по передаче имущества. Я также упомянул, что он использовал офисные ресурсы для подделки документов и совершения действий, которые могут быть квалифицированы как финансовое мошенничество. «Господин Васильев, это очень серьезное обвинение. У вас есть доказательства ваших утверждений?» «У меня есть полная документация всех его действий за последние 3 месяца. Я готов предоставить ее вам, если вы сочтете необходимым провести расследование в отношении своего сотрудника. Этот разговор достиг именно той цели, которую я преследовал. Создание дополнительного профессионального давления на Андрея именно в тот момент, когда ему больше всего нужна была стабильная работа для решения надвигающихся финансовых проблем. Во вторник я получил яростный звонок от Светланы, который подтвердил, что моя стратегия работает идеально. «Евгений Петрович!» — кричала она в трубку. «Что вы сказали Николаю Романову? Он теперь требует дополнительных гарантий и угрожает немедленными судебными исками». Я сказал ему правду, Светлана, что не намерен обеспечивать долги, которые ты наделала без моего ведома. Это не просто мои долги, это семейные инвестиции, которые могут принести пользу всем нам. Семейные инвестиции? Когда именно ты посоветовалась со мной по поводу этих инвестиций, прежде чем их сделать? Последовавшее молчание было красноречивее всяких слов. У Светланы не было ответа, потому что она никогда не считала нужным вовлекать меня в решения, которые касались моего же состояния. «Кроме того, — продолжил я уведомил всех своих финансовых консультантов о твоих попытках мошеннического доступа к моим ресурсам. Любой документ, который ты представишь с моим якобы разрешением, будет проверен самым тщательным образом. Вы не можете так с нами поступать. Мы ваша семья. Семья не ворует, Светлана. Семья не подделывает документы. Семья не планирует объявлять своего патриарха недееспособным, чтобы решить собственные финансовые проблемы». Я повесил трубку с удовлетворением, понимая, что посеял панику во вражеском лагере. Внешнее давление, которое я инициировал, одновременно обрушилось на Андрея и Светлану, кардинально осложняя их способность реализовать свой первоначальный план. В среду вечером Андрей появился у меня на пороге без предупреждения.
Его вид разительно отличался от того уверенного в себе человека, который посещал мой дом несколько дней назад. Он был растрепан, нервозен и явно находился под огромным давлением. «Папа, нам нужно срочно поговорить». «О чем, сын?» «О звонках, которые ты делаешь. О том, что ты рассказываешь людям». «О каких звонках?» «Не притворяйся наивным. Ты прекрасно знаешь, что ты саботируешь наши планы». Было поразительно наблюдать, как давление полностью сорвало с него маску сыновней заботы. Теперь он открыто говорил о наших планах, не пытаясь скрыть свои истинные намерения. «Андрей, я всего лишь проверял информацию у профессионалов, которых знаю много лет. Тебя это беспокоит?» «Конечно, беспокоит. Ты намеренно усложняешь ситуацию, которую можно было бы решить просто. Просто для кого? Для всех. Для семьи. В том числе и для меня. Особенно для тебя. Ты что, не понимаешь, что мы пытаемся защитить тебя от самого себя?» Эта фраза стала кульминацией всей конфронтации. Андрей полностью раскрыл свое истинное мышление. Он искренне верил, что имеет право взять под контроль мою жизнь и мое имущество против моей воли, оправдывая это защитой. «Андрей», — сказал я самым холодным голосом, на какой был способен, «думаю, пришло время тебе понять кое-что фундаментальное. Я не нуждаюсь в твоей защите. Что мне нужно? Это чтобы ты уважал мои решения и мою независимость. Твоя независимость под угрозой. Ты не можешь принимать рациональные решения в сложных финансовых вопросах. По мнению кого? По мнению любого, кто объективно посмотрит на твое недавнее поведение. Ты имеешь в виду поведение, когда я тщательно расследовал планы, которые вы разработали для моего имущества без моего ведома. Или поведение, когда я проверял законность документов, появившихся с моей подписью без моего разрешения. Выражение шока на лице Андрея подтвердило, что он наконец-то понял. Я знаю абсолютно все, что они планировали. «Папа, с каких пор ты знаешь?» «С самого начала, Андрей. С того самого ужина, когда ты произнес те жестокие слова. Это был первый раз в моей жизни, когда я по-настоящему обратил внимание на то, кем ты стал. Я видел, как вся его стратегия рушится в реальном времени на моих глазах. План, который они строили месяцами, рассыпался в прах, потому что они полностью недооценили способность своей главной цели к ответным действиям. Когда он ушел в тот вечер, побежденный и отчаявшийся, я знал, что добился чего-то фундаментального. Я полностью вернул себе контроль над ситуацией и поставил своих противников в отчаянное оборонительное положение. Фаза контратаки завершилась полным успехом. Теперь пришло время нанести последний удар. Последующие дни стали свидетелями отчаянной эскалации со стороны Андрея и Светланы, что полностью подтвердило правильность моей стратегии. Когда люди теряют контроль над ситуацией, которую, как им казалось, они полностью контролировали, они совершают ошибки, раскрывающие их истинную сущность. В четверг, 9 апреля, Людмила получила звонок, который окончательно изменил ее отношение к нашему сыну. Андрей связался с ней с предложением, от которого у меня перехватило дыхание, когда она мне о нем рассказала. «Женя», — сказала Людмила, дрожа, «Андрей попросил меня подписать документ, заявляющий, что я наблюдала у тебя ухудшение умственных способностей в последние месяцы. Что ты ему ответила?» «Я сказала, что это полная ложь, что твой ум работает идеально». Но он настаивал, говоря, что это всего лишь формальность для защиты семьи. Формальность? Он объяснил, что если я не буду сотрудничать, им придется искать альтернативные методы решения ситуации. Его точные слова были:
«Мама, ты можешь сделать это по-хорошему или по-плохому?» Прямая угроза собственной матери стала точкой невозврата. Андрей перешел черту от семейной манипуляции к откровенному принуждению, демонстрируя, как далеко он готов зайти. Он также сказал кое-что, что меня очень напугало, продолжила Людмила. Упомянул, что они изучили дома престарелых в регионе на случай, если ситуация осложнится. Эти слова леденили кровь. Они не просто планировали завладеть моим имуществом, но и рассматривали возможность отправить меня в специализированное учреждение, чтобы устранить любое препятствие на своем пути. В пятницу ко мне неожиданно пришла двоюродная сестра Людмилы, Татьяна, работавшая в местной администрации. Она пришла предупредить меня о кое-чем тревожном. «Женя», — сказала она с явным беспокойством, «Светлана вчера была у меня в кабинете и спрашивала о процедурах получения свидетельств о смерти и посмертной передаче имущества». «Свидетельство о смерти». Она сказала, что это для клиента, но когда я спросила о деталях, она очень занервничала и сменила тему. Затем она спросила о требованиях к заверению завещаний и о том, сколько времени занимает процесс вступления в наследство. Эта информация меня глубоко встревожила. Светлана не только рассматривала возможность признания меня недееспособным, но и исследовала процедуры, связанные с моей смертью. Это была эскалация в такие дебри, которые я и представить себе не мог. «Таня», — спросил я, — «тебе показалось, что ее вопросы касались какого-то конкретного случая?» «Определенно. Она упомянула имущество стоимостью в несколько сотен тысяч евро и прямых наследников, которые хотели ускорить стандартный процесс. Ее слова показались мне очень странными. В тот вечер я созвал экстренное совещание с Семеном Михайловичем. Информация, полученная за последние дни, указывала на то, что ситуация была опаснее, чем я предполагал. «Евгений Петрович», — сказал Семен, выслушав все, — «это вышло за рамки простой попытки мошенничества с имуществом. Мы говорим о принуждении, семейных угрозах и, возможно, о сговоре с целью совершения тяжких преступлений. Что вы порекомендуете? Пора привлекать власти. У нас достаточно доказательств для подачи официальных заявлений о подделке документов, попытке мошенничества и семейном принуждении. Однако у меня была другая стратегия. Семен, я хочу, чтобы вы подготовили всю юридическую документацию, но пока не подавали ее. Я предпочитаю использовать эту информацию как рычаг для окончательного разрешения. В субботу утром раздался звонок, которого я ждал. Это был Андрей, и его голос звучал так, будто он на грани отчаяния. «Папа, нам нужно немедленно поговорить. Это срочно». «Какая срочность?» Кредиторы Светланы подают в суд, они арестовали ее машину и угрожают обвинить в мошенничестве. Она говорит, что ты намеренно сорвал переговоры. Я просто сказал им правду о своей готовности обеспечивать ее долги. Папа, Светлана в отчаянии. Она говорила о таких вариантах, которые меня пугают. О каких вариантах? Я не могу объяснить по телефону. Приезжай домой, пожалуйста. Светлана говорит, что если мы не решим это сегодня, она сделает что-то, о чем мы все пожалеем. Звонок подтвердил, что моя стратегия финансового давления сработала именно так, как я и планировал. Кредиторы Светланы теперь оказывали прямое юридическое давление, и она впала в полную панику. В тот вечер, когда я приехал в дом Андрея, я застал сцену, превзошедшую все мои ожидания. Светлана сидела на диване, окруженная юридическими документами, с опухшими от слез глазами и выражением абсолютной безысходности. «Евгений Петрович», — сказала она, не поднимая глаз, — «я хочу, чтобы вы поняли, это не было что-то личное против вас». «Ах, нет?
Это было просто практическое решение временной проблемы. Проект недвижимости сработал бы, если бы не кризис в секторе. Мне нужен был краткосрочный капитал, чтобы избежать банкротства. И ты решила, что мое имущество – это решение твоей проблемы? У меня не было альтернатив. Банки отклонили все мои заявки. Частные инвесторы требовали гарантий, которые я не могла предоставить. И поэтому ты решила подделать мою подпись и вступить в сговор, чтобы признать меня недееспособным? Последовало абсолютное молчание. Андрей пристально смотрел в пол, не в силах защитить то, что защитить было невозможно. «Светлана», — продолжил я, — «расскажи мне, какие именно отчаянные варианты ты рассматривала?» Я не... Татьяна рассказала мне о твоем визите в администрацию и вопросах о свидетельствах о смерти. Хочешь объяснить, о чем шла речь? Выражение ужаса, промелькнувшее на лице Андрея, подтвердило, что он не знал об этом конкретном исследовании своей жены. «Светлана!» — воскликнул Андрей. «Ты же говорила мне, что просто изучаешь нормальные юридические варианты». «Я изучала все возможности», — защищаясь, ответила она. «Мне нужно было полностью понимать юридический ландшафт». «Юридический ландшафт моей смерти?» — прямо спросил я. «Это было не то. Это была просто общая информация». Но ее неспособность выдержать мой взгляд сказала мне все, что нужно было знать. Светлана рассматривала сценарии, выходящие далеко за рамки простого захвата имущества. «Андрей», — сказал я сыну, — «ты осознаешь, как далеко тебя завела эта женщина? Ты понимаешь, что участвовал в заговоре, который мог закончиться так, как я даже не хочу себе представлять?» Андрей закрыл лицо руками. «Папа, я думал, мы поступаем правильно для семьи». «Правильно. Подделывать документы — это правильно. Лгать адвокатам — это правильно. Угрожать собственной матери — это правильно. Я не знал, что все зашло так далеко», — крикнул он, обвиняюще глядя на Светлану. «Ты говорила, что это просто превентивное финансовое планирование». «Оно и было превентивным», — ответила Светлана. «Превентивным, пока ситуация не стала необратимой. Их перепалка раскрыла мне нечто фундаментальное. Андрей был так же манипулирован Светланой, как и все мы. Она постепенно эскалировала заговор, вовлекая его шаг за шагом, никогда не раскрывая полного масштаба своих намерений. Когда я покинул их дом в тот вечер, я уносил с собой то, чего не ожидал. Уверенность в том, что Андрей в этой истории был скорее жертвой, чем злодеем. Светлана была настоящим архитектором всей операции, используя моего сына как инструмент для реализации своего отчаянного плана. В ту ночь, размышляя обо всем, что я увидел, я принял ключевое решение о том, как провести финальную конфронтацию, которая уже была неизбежна. В воскресенье, 12 апреля, раздался звонок, которого я ждал уже несколько дней. Это был Андрей, и его голос был абсолютно сломлен. «Папа, мне нужно встретиться с тобой. Одному, без Светланы. Пожалуйста». «Где ты хочешь встретиться?» «В том парке, где ты учил меня кататься на велосипеде. Помнишь?» Ссылка на это место, полная детских воспоминаний, показала мне, что в его мировоззрении произошло что-то фундаментальное. И я согласился встретиться с ним днем. Когда я пришел в парк, я нашел своего сына на той самой скамейке, где десятилетия назад мы проводили целые вечера, пока он осваивал свой первый велосипед. Но человек передо мной был эмоционально раздавлен. «Папа», — начал он без предисловий, — «Светлана мне врала. Во всем. Что ты узнал? Прошлой ночью, после твоего ухода, у нас был ужасный скандал. Я потребовал, чтобы она объяснила мне про свидетельство о смерти. Сначала она отрицала, но когда я надавил,
Она полностью сломалась. Андрей закрыл лицо руками, прежде чем продолжить. Она призналась, что рассматривала сценарии, где твоя естественная смерть решила бы все финансовые проблемы без юридических осложнений. Слышать эти слова из уст собственного сына было смесью ужаса и облегчения. Ужаса от масштаба того, что задумала Светлана, и облегчения от того, что Андрей наконец-то увидел ее истинное лицо. Что еще она сказала? Что долги намного больше, чем она мне говорила. Не 150 тысяч евро, а больше 300 тысяч. Она подделывала документы месяцами. Не только твои, но и других клиентов своего агентства. Это откровение меня не удивило, но подтвердило, что Светлана была серийной преступницей, а не просто отчаявшейся женщиной, совершившей одну ошибку. Она также призналась, что разговаривала с продажным врачом, готовым подписать справку об умственном расстройстве, даже не осматривая тебя. Все это за 20 тысяч евро. А ты знал об этом? Нет. Клянусь, я ничего этого не знал. Я думал, мы действительно пытаемся помочь тебе с финансовым планированием. Когда она заговорила об опеке, она сказала, что это просто мера предосторожности, чтобы избежать проблем в будущем. Я впервые с его детства увидел в глазах сына настоящие слезы. «Папа, я понял, что жил с чужим человеком. Женщины, на которой я женился, не существует. Это профессиональный манипулятор, который использовал меня, чтобы добраться до тебя. И как ты себя чувствуешь по этому поводу?» Стыдно, зло. Но больше всего я в ужасе от мысли, как далеко все могло зайти, если бы ты вовремя все не раскрыл. Наш разговор продолжался больше 2 часов. Андрей рассказал мне детали, которые не смог раскопать даже Глеб Игоревич. Светлана крала комиссионные у собственного агентства, подделывала документы других клиентов и использовала инсайдерскую информацию для обмана нескольких инвесторов. «Папа, мне нужно кое-что у тебя спросить, и мне нужна твоя полная честность. Говори, ты сможешь когда-нибудь простить меня за все, что я сделал?» Этот вопрос ударил меня прямо в сердце. Неделями я был в ярости на своего сына. Я планировал свою месть. Я наслаждался, видя, как он страдает от последствий своих действий. Но сидя там, глядя на сломленного человека, который осознал, что им манипулировала та, кому он доверял больше всего, моя точка зрения полностью изменилась. «Андрей, прощение — это не то, что зарабатывают. Это то, что дарят. И оно уже дано. Как ты можешь это говорить после всего, через что я заставил тебя пройти? Потому что, в конце концов, ты все еще мой сын. И потому что теперь я понимаю, что настоящим врагом был не ты». В тот вечер Андрей пошел со мной домой и рассказал всю правду Людмиле. Моя жена плакала часами. Не только от облегчения, что ее сын не был тем монстром, каким казался, но и от боли осознания, как ими всеми манипулировали. В понедельник утром Андрей принял самое смелое решение за всю эту кошмарную историю. Он явился в полицию, чтобы официально заявить на Светлану по всем преступлениям, о которых узнал. «Инспектор», — сказал он офицеру, принимавшему его заявление, «мне нужно заявить на свою жену за подделку документов, попытку мошенничества, незаконное присвоение средств и сговор с целью совершения преступлений против моего отца». Заявление Андрея в сочетании со всеми доказательствами, которые я собирал неделями, создало против Светланы неопровержимое уголовное дело. Но самым сокрушительным ударом для нее стала потеря главного сообщника и свидетеля защиты. В тот же день полиция провела обыск в доме Андрея и в офисе Светланы. То, что они нашли, превзошло все наши ожидания. Целые архивы многочисленных афер,
поддельные документы, переписка с продажным врачом и детальные планы по обману не только нашей семьи, но и нескольких других клиентов. Во вторник Светлану арестовали в ее офисе на глазах у всех коллег. Обвинения включали мошенничество в особо крупном размере, подделку государственных документов, незаконное присвоение средств и преступный сговор. Прокуратура подсчитала, что срок заключения может составить до 15 лет. Когда Андрей позвонил мне, чтобы сообщить об аресте, его голос был другим. Впервые за многие месяцы он звучал как тот сын, которого я помнил с давних лет. «Папа, я хочу, чтобы ты знал кое-что важное». «Что?» Все эти месяцы в глубине души я знал, что что-то не так. Но я боялся это признать, потому что это означало бы, что мой брак — ложь, что моя жизнь — ложь. А теперь я предпочитаю жить с болезненной правдой, чем с удобной ложью. И правда в том, что я почти уничтожил самого важного человека в моей жизни из-за кого-то, кто меня никогда по-настоящему не любил. В тот вечер мы ужинали вместе впервые, после того рокового ужина, 15 марта, с которого начался весь этот кошмар. Но теперь атмосфера была совершенно иной. Людмила приготовила плов, который так любил Андрей, и я впервые за много недель увидел на лице сына искреннюю улыбку. «Папа», — сказал он, когда мы заканчивали ужинать, — «я должен тебе кое-что сказать. Слушаю тебя. Все эти недели, пока я думал, что защищаю тебя, на самом деле это ты защищал нас всех. Ты раскрыл правду, разработал стратегию и спас нас от катастрофы, которую мы даже не видели. Я просто сделал то, что сделал бы любой отец. Нет, папа. Ты сделал то, что мог сделать только кто-то, с твоим опытом, твоим умом и твоей любовью к семье. Ты спас нас от самих себя». Слушая его, я понял, что достиг чего-то более важного, чем защита своего имущества или доказательство своей дееспособности. Я вернул своего сына и спас свою семью от полного уничтожения. Война закончилась, но шрамы заживут не скоро. Однако впервые за много недель я был уверен, что мы исцелим их вместе, как настоящая семья, без лжи и манипуляций. Последняя глава этой истории должна была быть написана, и впервые за долгое время я знал, что у нее будет счастливый конец. Эпилог. 6 месяцев спустя, в октябре 2024 года, моя жизнь обрела равновесие, о котором я и не мечтал. Наблюдая за падающими золотыми листьями в своем саду, я размышлял обо всем, что мы пережили как семья. Суд над Светланой завершился в сентябре, и она получила 12 лет тюрьмы. Обвинения в мошенничестве, подделке документов и преступном сговоре были неопровержимы благодаря собранным нами доказательствам. Но самым большим удовлетворением было не видеть, как она платит за свои преступления, а наблюдать, как правда освободила мою семью от ее лжи. Андрей немедленно подал на развод. Процесс прошел быстро, так как Светлана находилась в тюрьме и не могла ничего оспорить. Мой сын постепенно восстановил свое достоинство и душевное спокойствие, хотя эмоциональные шрамы будут заживать еще много лет. «Папа», — сказал он мне несколько недель назад, — «с каждым днем я все больше осознаю, как она манипулировала нашими отношениями. Решения, которые я считал своими, мнения, которые, как мне казалось, я сформировал самостоятельно. Страшно осознавать, какая часть твоей жизни на самом деле тебе не принадлежала. Процесс восстановления был постепенным. Андрей продал дом, который делил со Светланой, и снял небольшую квартиру рядом с нами. Воскресенья снова стали семейными днями, но теперь совершенно другой динамикой, основанной на абсолютной честности и взаимном уважении. Людмила пережила свою собственную трансформацию.
Чувство вины за то, что она была, хоть и невольной, соучастницей заговора, привело ее к психотерапевту. С помощью профессионала она научилась распознавать техники манипуляции и обрела новую эмоциональную силу. «Женя», — призналась она мне однажды вечером, когда мы гуляли по саду, 40 лет я думала, что знаю тебя полностью. Но эти последние месяцы показали мне такие черты твоего характера, которых я никогда не видела. То, как ты справился с этим кризисом, было невероятно. Я просто сделал то, что должен был, чтобы защитить нашу семью. Ты сделал гораздо больше. Ты сохранял спокойствие, когда я была в истерике. Ты мыслил стратегически, когда мы поддавались эмоциям. И самое главное, ты никогда не терял сострадания к Андрею, даже когда думал, что он твой враг. Отношения с моей сестрой Верой невероятно укрепились. Ее помощь в самые трудные моменты была бесценна, и теперь мы регулярно навещаем друг друга. Я вернул не только свою непосредственную семью, но и семейные узы, которые дремали годами. Мои профессиональные отношения с Семеном Михайловичем переросли в настоящую дружбу. Защита активов, которую мы выстроили, оставалась в силе не из-за недоверия к моей восстановленной семье, а как превентивная мера против любых будущих внешних угроз. «Евгений Петрович», — сказал мне Семен во время нашей последней встречи, «ваше дело стало в моем офисе образцовым примером того, как справляться со сложными семейными кризисами». Сочетание превентивной юридической защиты, скрупулезного расследования и стратегического терпения было показательным. Финансовый аспект истории имел неожиданно позитивный исход. Активы, украденные Светланой у других клиентов, были частично возвращены благодаря нашему расследованию. В качестве вознаграждения за предоставление ключевых доказательств я получил значительную денежную компенсацию, которую решил полностью направить в фонд образования для молодежи из уязвимых слоев населения. Если из этого опыта может выйти что-то хорошее, объяснил я Андрею, то пусть это будет шанс для других молодых людей построить честную жизнь. Самая большая трансформация произошла в моем собственном восприятии старения и уязвимости. 67 лет я строил свою идентичность на ролях кормильца и защитника. Кризис показал мне, что эти роли не исчезают с возрастом, а эволюционируют в более изощренные формы. До всего этого размышлял я во время недавнего семейного ужина. Я думал, что стареть значит постепенно становиться все более зависимым. Теперь я понимаю, что накопленный опыт — это самое мощное оружие, которое у нас есть против тех, кто пытается нами воспользоваться. Андрей нашел новую профессиональную цель. Он ушел из консалтинга и начал специализироваться на консультировании по предотвращению семейного мошенничества. Его личный, хоть и болезненный, опыт придал ему уникальный авторитет в помощи другим семьям. «Папа, каждую неделю мне звонят пожилые люди, которые подозревают, что их родственники что-то замышляют против них. Возможность использовать то, чему я научился у тебя, чтобы помочь им, дает мне ощущение, что вся эта боль была не зря. Самое заметное изменение произошло в динамике наших воскресных ужинов. Больше не было скрытого напряжения, вынужденных разговоров или вторых смыслов. Андрей приносил десерты из разных кондитерских, которые открывал для себя в течение недели. Людмила готовила экспериментальные блюда, которые находила в кулинарных журналах. А я рассказывал анекдоты из своих предпринимательских лет, которыми раньше никогда не делился. «Знаешь, что я больше всего ценю в этих воскресеньях?» — спросил меня Андрей несколько недель назад. «Что?» «То, что впервые за много лет, когда мы разговариваем,
Мы все говорим именно то, что думаем. Нет скрытых планов, нет манипуляций, нет страха. Просто настоящая семья ведет настоящие разговоры. Самый глубокий урок, который я извлек из всего этого опыта, касался важности сохранения бдительности, не теряя при этом способности любить. Десятилетиями я слепо доверял своей семье, полагая, что любовь гарантирует преданность. Теперь я понимал, что истинная любовь включает в себя ответственность защищать тех, кого любишь, даже от самих себя. Однажды вечером, разбирая бумаги на своем столе, я наткнулся на блокнот, в котором я изначально документировал все доказательства заговора. Я перечитал записи тех первых недель расследования и с удивлением вспомнил тот страх и растерянность, которые я испытывал. «Если бы я мог отправить сообщение тому человеку из марта, — подумал я бы сказал ему доверять своему инстинкту, не недооценивать собственные способности и помнить, что жизненный опыт — это самый ценный ресурс, который у нас есть». В тот вечер за ужином я решил поделиться последней мыслью со своей семьей. «Андрей, Люда, я хочу, чтобы вы знали кое-что важное. Эти месяцы были самыми трудными в моей жизни, но и самыми поучительными. Они научили меня, что истинная семейная сила происходит не от избегания конфликтов, а от их совместного преодоления с полной честностью». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Людмила. «То, что я больше не боюсь стареть. За время этого кризиса я доказал себе не меньше, чем вам, что возраст меня не ослабил, а отточил. Каждый год опыта был инструментом, который я использовал, чтобы защитить то, что я люблю больше всего». Андрей поднял свой бокал вина. «За папу, который научил нас, что мудрость — это не только знать, что делать, но и когда и как это делать, не теряя при этом души». Когда мы чокались в тот вечер, глядя в будущее, которое меня больше не пугало, я знал, что достиг чего-то более ценного, чем защита своего имущества. Я превратил сокрушительное предательство в возможность построить более крепкие и подлинные семейные отношения. История закончилась, но жизнь продолжалась, и впервые за десятилетия я был взволнован мыслью о том, что будет дальше.